Сегодня мы поговорим с вами о факультете агротехнологий и лесного хозяйства. И вот сразу хочу заметить, что вот здесь у нас в студии факультет подготовил вот такой замечательный натюрморт.
Можете прямо сюда посмотреть. А сразу вам докажу, что это не муляж какой-нибудь. Вот так, яблоко. Вот такое яблоко возьму. Так, ну, с вашего позволения. Какие яблоки потрясающие. Ну ладно, пока я буду кушать яблоко, я предлагаю вам посмотреть ролик о факультете агротехнологий и лесного хозяйства. Факультет агротехнологий и лесного хозяйства – ядро аграрного вуза, с деятельности которого начато образование Башкирского государственного аграрного университета. На факультете реализуется многоуровневая модель обучения, включающая в себя 4 направления бакалавриата и магистратуры: агрономия, биотехнология в растениеводстве, агрохимия и агропочвоведение, экологический мониторинг в агробизнесе, лесное дело, лесное хозяйство, охотничий сервис и туризм, ландшафтная архитектура, садово-парковое и ландшафтное строительство. 3 направления аспирантуры и диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, почвоведение, общее земледелие, растениеводство, лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация. Для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской работы на высоком уровне имеется высококвалифицированный педагогический состав, современные оборудованные лаборатории, учебно-научный центр, лесной участок, научно-консультационный садовый центр, используются интерактивные формы обучения, связь с производством. Коллективом факультета ведется работа по селекции и генетическому анализу растений с использованием ДНК-технологий, диагностики болезней, микроклональному размножению плодово-ягодных и декоративных культур, экологической оценке почв, цифровому земледелию, дистанционному мониторингу лесного фонда с использованием спутниковых снимков и квадрокоптеров. За последние годы выведены более 10 сортов сельскохозяйственных культур. Это яровая мягкая пшеница Салават Юлаев и Ватан, топин-солнечник Башгал, амарант Светлана, картофель Алексеевский, Бирский, Елена, Эрвел и другие. Факультет успешно ведет международное сотрудничество с Институтом селекции лохов Петкус и Институтом имени Мартина Лютера в Германии, фирмами KWC и Сингента. Ежегодно студенты и преподаватели проходят практику и стажировку в Германии, Турции, Греции и Китае. Студенты и молодые ученые факультета являются обладателями научных грантов, победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов научных работ среди аграрных вузов по своим специальностям, а также чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Обучающиеся факультета раскрывают свои таланты и совершенствуют мастерство в Центре эстетического воспитания и получают вторые общественные профессии, обучаясь в 14 отделениях, 6 из которых имеют высокое звание «народный». Также в составе линейных студенческих отрядов «Хлебороб» и «Убойная сила» студенты проходят практики в передовых хозяйствах, надзорных органах, лесничествах, туристических фирмах, проектных организациях, дизайн-студиях, садовых центрах нашей республики, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарского края и Республики Крым. За весь период обучения выпущено более 9000 специалистов. Выпускники факультета – это гордость университета. Грамотные руководители и специалисты правительства, министерств сельского и лесного хозяйств, администрации районов, организаций и предприятий отраслей. Вот такие вкусные яблоки и такой вкусный ролик про факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Друзья, также спешу вам сообщить, что сегодня вы можете задавать самые интересные вопросы, которые вас волнуют в чат трансляции. Мы обязательно разберем их вместе с деканом факультета, с преподавателями, с работодателями. Поэтому не стесняйтесь и пишите вопросы в чат трансляции. Также мы разберем сегодня пару видео-вопросов, которые прислали нам на почту, уже традиционно для нашего мероприятия. Ну и просто хотелось бы с вами пообщаться, рассказать вам про факультет, какие направления подготовки и что еще интересного происходит на факультете агротехнологий и лесного хозяйства. Ну и по традиции хотелось бы также предоставить слово
людям, которые будут сегодня говорить спикеры, и представить людей, которые у нас находятся в студии. Ну что ж, первым представляем декана факультета агротехнологии и лесного хозяйства Ильгиз Галямович Асылбаев. Всем привет. Здравствуйте. Также сегодня у нас ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюб. Добрый день, дорогие друзья. Ну и, наконец, директор Института рационального природопользования, доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Загир Забирович Рахматуллин. Добрый день, друзья. Ну и все-таки самый главный, наверное, вопрос сегодня на повестке дня для декана. Ильгиз Галямович, ну все-таки для всех абитуриентов, которые сегодня смотрят нашу трансляцию, хотелось бы знать, какие все-таки самые главные преимущества этого факультета? Спасибо, Эрнест. Дорогие друзья, у лидирующего факультета, лидирующего аграрного вуза, конечно же, очень много преимуществ. Но я, конечно же, остановлюсь на некоторых из них. И самое главное преимущество, которое у нас имеется на факультете, это то, что мы можем реализовывать все уровни высшего образования. Это начиная от бакалавриата, заканчивая аспирантурой. То есть абитуриент, который поступает к нам на факультет, он может пройти бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и из стен нашего университета выйти уже доктором наук. То есть для этого есть все предпосылки. Есть у нас и диссертационный совет, где можно защитить диссертации. И на любом из этих этапов получения образования он может пойти работать на производство. Я считаю, это очень мощное преимущество. Ну и далее, следующее преимущество – это очень мощная у нас материально-техническая база, очень хорошая лаборатория, где можно проводить серьезные научные исследования. Одним из примеров является получение клона растения. Вот мы все прекрасно знаем, что клонировать человека нельзя, клонировать животных нельзя. В свое время клонировали овечку Долли, так ведь? А клонировать растения разрешается. То есть в этом направлении, в области ДНК мы ведем работы. Вот, пожалуйста, здесь вот клонированное растение ежевики. То есть любой человек, который сегодня хочет омолодить растение, состарившееся, да, вот у него в огороде растет яблоня, которая состарилась, мы его можем омолодить. То есть создать его клон. То есть в этом направлении мы работаем. Это очень, я считаю, очень хорошее подспорье. Ну и далее из остальных позиций хочется отметить, что сегодня наши выпускники востребованы, их ищут, их просят для того, чтобы они трудоустроились в хозяйство. Почему? Потому что сегодня они на вес золота. Далее это обеспечение всех студентов общежитием. То есть все студенты, независимо от направления подготовки, независимо от получения образования, это бюджетная или же коммерческая основа, они могут получить жилье в общежитии. И стоимость общежития на сегодняшний день такая вот символическая, составляет порядка 20 рублей в день. То есть вот такая вот сумма, да, получается, в год они оплачивают порядка 5000 рублей. То есть за 20 рублей получают все комфортные условия? Все комфортные условия, да, благоустроенное общежитие, то есть любой желающий может прийти, мы можем провести экскурсию, показать. А вопрос такой, оплата наличными или по карте идет? В принципе, в этом плане проблем нет. Могут оплатить, как говорится, и безналом, как говорится, и оплатить наличными в кассу университета в этом отношении. Ильгиз Галямович, вот вчера у нас в чате был вопрос, а тот, кто поступает на платную основу, они могут рассчитывать на общежитие? Конечно, безусловно. То есть любой студент, который поступает, он может рассчитывать на проживание у нас в общежитиях. Мы даже, бывает возможность, и другим студентам из других вузов можем тоже представить. Много у нас общежитий. Да, конечно, много общежитий у нас, да. То есть 8 общежитий, да, правильно. Ильгиз Галямович, а можно я добавлю? Вы сказали действительно, что у вас многоуровневое образование, начиная с бакалавриата, можно по одной профессии дойти до защиты, до диссертационного совета. Но замечу, что у нас еще ведь есть агроклассы. И вот такой замечательный конкурс мы провели, всероссийский агро-НТ, и ребята, начиная со школы, продолжают уже свои работы, могут поступать к вам на любое направление. А с садиком не планируете работать? Светлана Сергеевна, очень интересный вопрос вы задали. Почему бы и нет в перспективе? Вы правы. Мы совместно с Министерством сельского хозяйства нашей республики и Министерством образования запустили пилотный проект в республике. Это создание агроклассов. Такие классы, в принципе, созданы у нас практически в каждом районе, но усиленно, вот активно мы на сегодняшний день работаем с Кабаковской школой, с Миловской средней школы, с лицеями, которые у нас в Уфе находятся. Но помимо этого мы еще обучили, организовали повышение квалификации для учителей-биологов, буквально вот пару месяцев тому назад, до пандемии.
где обучилось порядка 80 учителей-биологов, и они уже в последующем, приехав к себе в родные стены, передают тот опыт, который здесь они получили. Это по прививке плодово-ягодных культур, это по окулировке, это по ландшафтному дизайну и так далее, и так далее. Я подтверждаю ваши слова. Я присутствовала на мероприятии, слышала отзывы, восхищение лабораториями, организацией. Действительно, это очень важное было нужное мероприятие. И вот те школы, классы, которые перечислили, у нас и процент подачи заявлений увеличивается с этих районов и с этих школ. Ну да, и они активно участвовали в конкурсе Агро-НТИ, который сейчас у нас проводил. И мы вот впервые, наш факультет проводил номинацию регионального уровня, это Агробио. И как раз таки вот там участвовали наши, ну, я буду уже говорить, наши абитуриенты со школ, и их количество достигло порядка 250 человек. Это, я считаю, это очень здорово, да. Ну вот здесь бы я бы хотел также следующее направление вам продемонстрировать. И сегодня вот на наше мероприятие пригласил доцента кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна, потому что это вторая составляющая у нас на факультете, Мария Викторовна. Я думаю, она поделится и покажет то, что они делают сегодня в этом направлении. Мария Викторовна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот очень интересно, что у вас находится на столе, вот в этих емкостях столько всего различных материалов, и хочется послушать об этом, и чтобы вы рассказали, чем вы планируете сегодня нас удивить. Тогда получается, что вы сейчас будете создавать эту композицию, а уже через некоторое время в конце трансляции мы посмотрим, что у вас получилось. Ну здорово, тогда надеюсь, что все зрители будут с нетерпением ждать этого момента, чтобы посмотреть все-таки, какую красоту создают у нас на факультете агротехнологии и лесного хозяйства. Все-таки хотелось бы еще затронуть такую тему, опережая вот абитуриентов, которые задают часто этот вопрос, по поводу трудоустройства студентов, которые заканчивают факультет. Загир Забирович, вот что вы можете сказать по поводу трудоустройства? Очень интересно было послушать. По трудоустройству наши направления, они очень востребованы. Это начиная от агрономии и заканчивая ландшафтной архитектурой. Практически очень много вакансий на сегодняшний день. Вот я сегодня поинтересовался, зашел на сайт. Практически в Уфе только представлены 50 компаний по ландшафтному дизайну и ландшафтной архитектуре. В каждой из них наш выпускник может устроиться. Вот. По агрономии, я уже не говорю, развитием сельского хозяйства республики очень большое количество вакансий. Вот. Ну а тем, кому понравился университет и не хочет расставаться, мы готовы представить вакансии и в нашем институте рационального предопользования, как ландшафтным архитектором, агрономом и так далее, заниматься проектными и другими видами работ. Вот. Ну и в сфере развития частного бизнеса, предпринимательства наша ниша одна из самых перспективных, наверное, в республике. Эрнест, здесь я бы хотел добавить, что хорошим примером трудоустройства являются его выпускники, которые работают как в агрономической сфере, так и в лесной и ландшафтной сфере. Да? Вот, есть у нас выпускники, которые занимали вышестоящие руководящие должности не только на уровне правительства, но и на уровне администрации главы, но и также за пределами. Ну, возьмем, к примеру, нашего выпускника, агронома Раиля Салиховича Сарбаева. Вы его очень хорошо помните, он в свое время занимал пост премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Сегодня он возглавляет корпорацию развития Республики Башкортостан. То есть это наш выпускник по направлению. Такие перспективы. Да, да, почему нет, мы этим гордимся. Но помимо этого, также я могу перечислить по другим направлениям. Действующий министр лесного хозяйства Марат Искандарович Шарафуддинов, это наш выпускник по направлению лесное дело. Его заместители, пожалуйста, и в Министерстве сельского хозяйства, в Министерстве лесного хозяйства и в других корпорациях. Также главы администрации республики львиную долю занимают именно выпускники нашего факультета. То есть, если смотреть в процентном отношении, то это порядка 35%. И я не говорю уже о руководителях хозяйств, руководителей предприятий, которые производят растениеводческую продукцию, либо перерабатывающую продукцию. То есть в области как лесного дела, так и растениеводства. То есть это все зависит от самого специалиста, от выпускника. Как он построит работу, к чему он будет стремиться, как будет отрабатывать, так и будет у него и результат. Поэтому результат в его руках. То есть в наших руках.
Да, действительно. И все-таки тоже вопрос по поводу факультета, по поводу направления подготовки. Я вот знаю, что на вашем факультете самое большое количество направлений по подготовке, и все-таки хотелось бы узнать, ну, наверное, какое самое, не то чтобы интересно, а какое самое популярное, вот куда абитуриенты больше всего поступают, на какое именно направление, и, может быть, какое самое популярное у девчат. Мне просто лично интересно. Эрнест, ты еще, наверное, свою спутницу не нашел, Ну, да? пока в процессе, пока Да, в стараюсь. процессе, в надежде, Да, ты да. хочешь, наверное, найти спутницу у Ну, нас вдруг на там у вас факультете. есть все-таки. Эрнест, в этом плане можно сказать, что все направления, которые у нас реализуются, они интересные. То есть возьмем агрономию, об этом я уже говорил ранее, так ведь. Возьмем агрохимию, агропочвоведение, это тоже перспективное направление. Сегодня активно используются химические средства защиты растений в области растениеводства, в области биопрепаратов, поэтому они сегодня как никогда, как говорится, на месте. Экология сегодня очень тема такая вот больная, актуальная. Ну да. Есть наши выпускники, которые работают не только в сфере сельскохозяйства, но и в области нефтяной промышленности. В частности, вот буквально вчера я разговаривал с нашей выпускницей, которая является руководителем отдела экологии в Башнефти. То есть, в принципе, вот они могут себя найти. Да? Далее, по ландшафтной архитектуре, если говорить, это направление очень интересное тем, что выпускники могут работать как на предприятиях, в организациях, да, так и могут работать на себя. То есть наши студенты уже на 3-м курсе начинают открывать свое индивидуальное предпринимательство, то есть ИП. Подождите, на каком курсе? На 3-м курсе. То есть то есть уже на когда- 3-м курсе студенты могут, в принципе, делать свое дело, зарабатывать на этом Да, деньги? почему нет? Когда они уже прошли специальные дисциплины, они уже знают азы ландшафтного дизайна, да, и они уже в последующем открывают свое индивидуальное предпринимательство и выкладывают объявления и начинают оказывать услуги по проектированию приусадебных участков, придомовых территорий, ну и даже интерьеров, почему бы и нет. То есть сначала начинает с самых низов, с элементарных объектов, а потом уже переходит на большие объекты. И помимо этого они еще могут и стипендию получать. Ну, конечно, стипендия это безусловно. Здесь вот, Эрнест, я хотел бы еще добавить то, что вот на территории университета все вот эти вот проекты, да, вот Ракарии, Розарии, Дарья, значит, Альпийские горки, это все сделано студентами, то есть они во время учебных занятий проектируют, а последующем они притворяют жизнь на территории университета, либо выполняя выпускную квалификационную работу по заказам районов, по заказам предприятий. То есть они уже последующем внедряются и... Честно говоря, я боюсь представить, кем они будут после выпуска с факультета. Там уже будут заядлые бизнесмены уже, Ну, да? а почему бы и нет? Ну, До этого мы и учим, и сейчас у нас экономические дисциплины, предпринимательство мы включаем в учебные планы. То есть они эти навыки осваивают. Здорово, здорово. Да. Я даже не знаю, что и сказать. Это прямо идеальный клондайк, наверное, для места работы и чем ты можешь заниматься. Но это здорово. Но поэтому мы являемся лидирующим факультетом. Ну, как вы это сказали? Эрнест, Здорово. я хотел добавить. Да, конечно. Вот, одним из показателей популярности наших направлений служит то, что студенты, да, они поступают и в университеты других регионов, так ведь, а потом на 2-м, 3-м курсе очень большое количество запросов на перевод. То есть им обучаться, они понимают, что у нас обучаться лучше по нашим направлениям, и, соответственно, постоянно пишут заявления, хотим перевести, хотим учиться в Уфе, хотим в аграрном университете по направлениям ландшафтной архитектуры и так далее. К сожалению, мы не всех можем взять, Мгм. но кого, соответственно, есть шансы все равно тоже так перевестись и Мгм. обучаться у нас. Ну вот то, что касается вот ландшафтной архитектуры, мы, раз уже затронули эту тему, да, мы активно работаем с садовыми хозяйствами, садовыми предприятиями, такие вот как Версаль, да. Далее есть фирма МАК, где проходят наши студенты практику, и буквально через несколько дней мы откроем свой научно-консультационный садовый центр на территории университета, где можно будет приобретать продукцию такую, как саженцы деревьев, саженцы кустарников, декоративку, покупать даже цветочные культуры, овощные рассады и так далее, и так далее. То есть это хорошая Мгм. площадка вот для того, чтобы студенты Это даже проходили отличная практику. площадка, я вам скажу. Да, вот, И, кстати говоря, Ильгиз Галямович, вы прям как чувствовали, потому что тут вопрос поступил нам в чат от Стаси Ивановой. Кстати, по-моему, Стася Иванова, она у нас на всех факультетах, по-моему, уже является участником нашей трансляции, она все время задает вопросы. И вот один из них. Подскажите, пожалуйста, можете ли вы сказать, к примеру, пару предприятий, которые готовы отправлять своего сотрудника на обучение по целевому направлению ландшафтного дизайна? Вот такой вот интересный вопрос по поводу все-таки трудоустройства. Так, кто сможет ответить на этот вопрос? Загир Забирович, просим.
По целевому направлению ландшафтный дизайн, в принципе, в каждом районе есть отделы благоустройства, озеленения районов. Так вот сейчас на сегодняшний день этому уделяется большое внимание. Вот посмотрите, в принципе, районные центры и так далее, благоустройство. Здесь ландшафтный архитектор как никогда востребован. Вот, то есть, в первую очередь, это надо у своих районов затребовать именно администрации районов, вот целевые направления. Кроме того, у нас есть крупные предприятия, которые занимаются озеленением, в частности, в Уфе это Горзеленхоз. Я думаю, тоже можно запросить целевое направление, и они, я думаю, не откажут в этом. Мгм. Ну, здесь, Эрнест, я бы хотел добавить следующее. То есть при подготовке уже мы можем оформить целевое направление, то есть договор на целевую контрактную подготовку. Мы можем подобрать организацию, предложить нашему абитуриенту, чтобы он шел именно от этой организации и последующее после окончания шел работать в То этой есть студент может просто, когда при поступлении, он непосредственно в факультете спрашивать про Да, целевое конечно, мы направление, можем оказать и содействие, деканат как бы помочь. поможет. Да, да, в этом плане нет. И по направлению ландшафтной архитектуры, и по направлению лесное дело, и по агрономии у нас есть целевые места. 10% от общего приема. Это в среднем где-то 3 места. Ильгиз Галямович, скажите, Да. пожалуйста, вот у нас второй год целевой прием идет в новом формате, прием на целевое обучение. Мы знаем, что определенные гарантии для студентов предприятия должны представлять и в период обучения, и в последующем трудоустройства. Вот что здесь вы можете сказать, насколько они выполнимы, эти гарантии? Ну, эти гарантии на сегодняшний день выполняются многими предприятиями. Почему? Потому что они заинтересованы в получении настоящего, хорошего такого специалиста. И в соответствии с этим они при обучении выделяют определенную материальную помощь для поддержки на карманные расходы. Да, да. очень частые вопросы об этом Да, вот на возникают карманные расходы, то есть выделяют, значит, стипендии, именные До сих пор меня стипендии. этот вопрос, кстати, волнует по поводу. Ну, конечно, материальное стимулирование волновало всегда и сейчас волнует, поэтому это очень актуальная тема. Ну и также при прохождении практик они приглашают к себе, в первую очередь, проходят они у себя и ведут уже точную подготовку. Ну, в частности, вот сегодня есть предприятие Башинком, вы все знаете, который производит биопрепараты. Если говорить о масштабах, то оно производит порядка 35% всех биопрепаратов в России. То есть это крупный холдинг у нас в республике, который занимает нишу в масштабах России. И вот это предприятие выплачивает повышенные стипендии и также готовит уже точную подготовку кадров ведет. То есть им нужны именно биотехнологии, то есть которые знают азы агрономии и знают азы биотехнологии. Вот такой вот симбиоз они готовят, такого вот такого Да. специалиста. Ну, здесь Интересно. хотелось бы отметить, что для абитуриентов, для студентов есть, конечно, гарантии, но вместе с тем по этим договорам у них есть и обязанности. Они должны отработать в течение 3 лет, поэтому можно смело поступать по целевому договору, знать, что у тебя будет работа. Ну да, конечно, и помимо еще этого есть поддержка со стороны республики, то есть это подъемные, то есть если специалист по направлению подготовки агрономия, агрохимия, агропочвения вернулся в хозяйстве и работает в организации АПК, то он может получать единовременную поддержку в объеме 500 тысяч рублей. Сколько? Это разовая 500 тысяч рублей, которые безвозмездно. Я сомневаюсь в выборе своего факультета. Нет, сейчас деканы мой смотрят, наверное, нет, все нормально. Я свой факультет люблю. Так. Эрнест, я бы тебе предложил, вот здесь сидя за круглым столом, чтобы ты шел в магистратуру. После магистратуры ты тоже можешь рассчитывать на такую поддержку и получать такую помощь. Мне нравится. Пока порядок приема позволяет, можно после бакалавриата выбрать любое направление подготовки магистратуры, ты подумай. Но не спеши, у нас еще много факультетов впереди. Так, ладно, Всем не ладно. обещай. К этому мы еще вернемся, хорошо. Все-таки здесь еще есть вопрос один в чате, тоже интересный вопрос. Кстати говоря, для тех, кто только подошел к нашей трансляции, друзья, вы можете задавать все самые интересные вопросы в чат трансляции. Мы вместе с деканом, с работодателем разберем обязательно ваши вопросы и на них ответим. И вот тут вопрос задает Фадис Валитов. Подскажите, пожалуйста, проходной балл по направлениям подготовки на вашем факультете. Давайте. Светлана Сергеевна, ну, пожалуйста, ну ответьте. Я готовилась, я Мгм. знаю, что это традиционный вопрос, и сразу говорю, проходные баллы, начиная с 2015 года, размещены на сайте нашего университета. При этом по всем направлениям подготовки, по всем конкурсным группам, зачисление у нас в несколько волн, 1-я волна, 2-я волна, 0-я волна, вот все баллы можно там посмотреть, для себя построить график, динамику и определиться. Но скажу сразу, что в этом году могут совсем по-другому все сдать,
вступительные экзамены, ЕГЭ это или внутренние экзамены, конкурсная ситуация может быть построена совершенно иным образом. Поэтому для ориентира можно обратить внимание, но все-таки конкурсная ситуация, она будет после того, как все подадут документы. Мгм. Светлана Сергеевна, здесь вот дополнение хотел бы я сказать, то, что они могут держать контакт с деканатом, так ведь? То есть деканат, по крайней мере, владеет ситуацией, кто проходит, не проходит, но и также сами прослеживать на сайте, какая у них Вся ситуация. открытая обстановка. информация на сайте у нас каждый день обновляется, и это при этом рейтинги. С первого Да, дня да, это то рейтинги есть- с баллами. Ну, и в первую очередь они должны вести оригиналы, так ведь? Подать оригиналы документов, заявление о том, что они хотят зачислиться на наш факультет. И все, как говорится, и флаг в руки, и, А если Желание. и есть, желание, да, и а они если уже есть студенты. целевое направление, то вообще тоже не стоит пугаться, то, что там придется отрабатывать, потому что 5 лет после окончания это надо посвятить опыту работы, не зарплате. Все-таки Ну, сейчас это актуально, потому что везде просят опыт работы, а на практике уже можно получать Да, этот да. опыт. И дальнейшее Это трудоустройство очень актуальный 3 вопрос года, сейчас, это да. очень важно. Ну вот, друзья, следующий момент я хотел тоже затронуть. Вот возьмем, если агрономов, да? Сегодня вот Николай Анатольевич Коваленко приходил буквально несколько недель тому назад, он приглашал, да, вот агронома, обсуждали, вот они вот 70 тысяч зарплату платят. Это же тоже хорошее подспорье, согласитесь? Ну да. 70 тысяч где сегодня готовы платить-то? Кому? Где это еще раз? Это в Стерлитамакском Мгм. районе СПК имени Ну, Калинина. всё, значит, окей, Google, Окей, билет в Google, да. Стерлитамакский район. Да. Ну, таких хозяйств очень много. Вот хозяйство от Цурюпа в Уфимском районе тоже просит агронома. То есть там тоже готовы платить. Буквально недавно мы направили на практику в Благовещенский район нашего магистра первого года обучения. Так он пришел на практику производственную, и ему, значит, на следующий же день выделили автомобиль «Нива», поставили заработную плату 30 тысяч рублей. Это практиканту. А Нива И новая? Нива новая, годовалая Не битая, не Нива. крашеная? Не, годовалая Ну. Нива. Ну, Плюс кстати, еще квартиру сняли. Ну где можно такое найти? То есть Я- нужно ехать, Эрнест. Квартира, машина. Я не знаю, вы мне выбор не оставляете, Ильгиз Галямович. Не, ну, могут быть коллеги, которые смотрят наши эфиры, могут сказать, я где-то, может быть, где-то приврал или что-то, но это действительно так и есть. Могут найти ВКонтакте Евграфова Семена. Евграф Семен могут ВКонтакте найти, да, в Инстаграме найти, ну, списаться, переписаться, то есть подтверждение тех моих слов, о которых я говорил. Если кто-то не верит, вдруг. Ну, я думаю, что можно поверить вам на слово, да? Так, друзья, давайте еще раз разберем вопросы из чата. Вот тут поступило еще несколько вопросов. Снова от Фадиса Валитова. Подскажите, пожалуйста, где студенты проходят практику? Вот такой тоже немаловажный вопрос. Все-таки, где они проходят практику? Ну, студенты могут проходить практику по направлениям подготовки, естественно, в первую очередь. Да? Если лесное дело, то они проходят в управлениях лесничествами, Рослесинфорге, Центре защиты леса, в районах, да, в лесничествах. Если говорить о ландшафтном дизайне, то, конечно же, они проходят в садовых центрах, горзеленхозе, вот в городе Уфа, в каждом районе такие же предприятия есть по благоустройству. Если говорить об агрономах, то агрономы, естественно, в крупных хозяйствах, где используются передовые технологии. Мы делаем на это сегодня очень большой акцент, чтобы они проходили именно в передовых хозяйствах, где используется современная техника, где используются цифровые технологии. То есть у нас вот такой вот акцент. Если говорить о агрохимиках, агропочвоведах, то, естественно, они проходят практику в агрохимслужбах, где занимаются именно изучением почв, оценки, оцифровки земель и так далее, и так далее. Фадису, наверное, нужно уточнить, на какое направление он планирует к нам поступать. Да, Более да. подробно. Ильгиз Галямович, а можно я вот вопрос спрошу? Высшее образование построено таким образом, что мы вот обучаясь на факультете, изучаем все отрасли. То есть я когда училась, я тоже проходила эти специальности. Я помню, что мы ходили в поле с рамками, измеряли посевы. Вот сейчас здесь я вижу у вас квадрокоптер, вижу планшет. Не значит ли это, что уже не надо ходить по полю с рамками вдоль поля по диагонали? Для чего это? Вот мне тоже интересно, потому что я проходил у вас практику на первом курсе, и вот что-то не припомню такого, чтобы мы пользовались такими замечательными устройствами. Расскажите, пожалуйста. Ну, наверное, слово сначала представим Загир Забирович, да. да, он в отрасли лесного хозяйства специалист и расскажет в этом Загир направлении. Забирович. А дальше я Вооружился продолжу. квадрокоптером. Просветите, Да. пожалуйста.
Квадрокоптер действительно на сегодняшний день это незаменимый помощник лесника, потому что вы знаете, что у нас республика очень богата лесами, практически порядка 40% территории у нас леса, так ведь они занимают большую площадь, и обойти все эти, соответственно, площади невозможно без таких современных средств. Лесники используют квадрокоптеры для обследования лесов от пожаров, от всяких вредителей. А студенты, соответственно, на сегодняшний день они выполняют лабораторные работы с помощью данных квадрокоптеров, делают съемки, причем съемки разного характера, не обязательно это они только там красивые и так далее места снимают, так ведь это и в профессиональном плане, используют мультиспектральные камеры. И это все помогает облегчить труд современного лесовода, ну и ландшафтной архитекторы также, потому что я считаю, это в ландшафтной архитектуре довольно перспективное направление. А что касается агрономии, то мировые тенденции, что даже обработку полей гербицидами, пестицидами в будущем будут производить именно с помощью таких квадрокоптеров. Беспилотных, да, программирование. Даже есть конкурсы специальные, где и школьников вовлекают. Они уже со школьной партой учатся программированию этих квадрокоптеров. Загир Зайбирович, я думаю, что нас многих сейчас заинтересует этот вопрос. Вот скажите, это отдельная какая-то дисциплина, где можно изучить квадрокоптеры? Это в рамках образовательной программы? Это в рамках образовательной программы у нас есть много дисциплин, посвященных именно информационным технологиям. Это ГИС-технологии, это информационные технологии в лесном хозяйстве, в ландшафтной архитектуре, в агрономии и так далее. То есть по каждому блоку есть дисциплины, в которых применяется данная техника. На самом деле, я сейчас немножко удивлен, потому что, когда речь заходила о каком-то определенном предмете, там Ильгиз Галямович как чувствовал, отвечает на вопрос уже, даже когда я его не прочитал. Потом, когда идет в формате поступления, я не успел прочитать вопрос, отвечает Светлана Сергеевна. Теперь вы, Загир Зайбирович, отвечаете на вопрос, который только что поступил нам в чат. Я не знаю, как вы это делаете. Тем не менее, вопрос от Динара Мухамадиева. Здравствуйте. Из новостей узнал, что в факультете агротехнологии и лесного хозяйства имеется лаборатория ГИС и дистанционного зондирования Земли. Какую информацию и знания можно получить при помощи данных технологий? Есть ли практика? Вот такой вопрос. Конкретно интересуется? Да. Есть технологиями? Очень интересно. Это направление интересное, сегодня динамично развивается. Интересный вопрос, но здесь толчком для развития данных технологий на факультете, на кафедре послужило то, что мы выиграли европейский грант. То есть европейцы нам выделили определенное количество денег, соответственно, поставили оборудование в рамках этого. Естественно, и наш университет принимал финансовое и материальное участие. И мы создали эту лабораторию. Посредством данной лаборатории мы можем проводить научные исследования, и эти научные исследования уже будут затрагивать огромные площади. Кроме того, есть у нас доступ и к спутниковым снимкам. Есть преподаватели, которые ежегодно повышают квалификацию по данным направлениям. И в будущем уже без этого невозможно будет работать. Ну да. Нет технологий. Да, конечно. Загир Зайбирович, он у нас скромный человек, он не отметил тот случай, что они прошли повышение квалификации в Греции буквально в прошлом году, в летний период. 2 недели они были в Греции, в университете имени Салоники, да? В Салонике вы проходили там практику, точнее не практику, а стажировку. Помимо преподавателей, 4 человека из числа преподавателей, проходили еще наши аспиранты и магистры. То есть у бакалавров есть такая возможность за границей? Ну, у бакалавров в перспективе будет, в перспективе у них будет по этому направлению. По другим? По другим тоже будет. Сейчас, Светлана Сергеевна, на них я более подробно остановлюсь. Значит, по этому гранту предусмотрены еще поездки, значит, в Финляндию, так ведь? Предусмотрены поездки в Китай и еще у вас где-то у вас Австрия. То есть в Австрии. То есть они еще побывают в 3 странах, где пройдут повышение квалификации по направлению дистанционного зондирования Земли. Это, я считаю, очень здорово. А то, что касается других стран, у бакалавров, то здесь, конечно же, хорошие есть возможности для прохождения практики. В частности, в Германии по программе ЛОГО, по программе Аполло. То есть еще в свое время, в 1998 году, когда я был студентом,
агрономического факультета 3-го курса. Я поехал на практику, на полугодовую практику, и где по итогам практики привез хорошие деньги, на которые, естественно, как молодой, А что как для молодой этого студент купил автомобиль. нужно хорошо язык Ниву, да? знать? Нет, не Ниву, тогда была модель модная, 99-я модель. Ох, Не Ниву. ну Нива да, сейчас. да. Да. Для этого что студенту нужно, Ильгиз Гарямович? Хорошо язык знать, когда уже поступаешь, или это в процессе как-то навыки? В процессе эти навыки можно приобрести. У нас есть отдельные кружки, где они усиливают знание иностранного Главное, языка. успеваемость. Главное, успеваемость, естественно, да. Таких вопросов очень много у абитуриентов. Есть желание увидеть мир, обучаясь в университете. Мир своими глазами, да. Уважаемый спикер, давайте сейчас попробуем разобрать несколько вопросов, которые прислали нам на почту. Итак, давайте разберем первый видеовопрос, который поступил нам от Руслана, выпускника Аксеновского агропромышленного комплекса. Давайте скорее послушаем. Колледж. Комплекса написано. Колледж. Баскудинов Руслан, выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа. Хотел бы узнать у вас, какие вступительные испытания требуются при поступлении в ваш университет после окончания колледжа? Вот такой, на самом деле, интересный вопрос. И все-таки, какие вступительные испытания требуются при поступлении в ваш вуз после колледжа? Вот такой вопрос от Руслана. Можно я отвечу, с вашего разрешения? Светлана Сергеевна. Перечень вступительных испытаний у нас не изменился. Это 3 экзамена, хотя ходили тут в связи с пандемией некоторые слухи. Это 3 экзамена: математика профильного уровня, потому что базовая сейчас отменена. Это русский язык и биология. На всех направлениях, про которые сегодня здесь говорили: агрономия, агрохимия, агропочвоведение, лесное дело, ландшафтная архитектура, это везде биология, 3-й предмет. Единственное, отмечу, что школьники, выпускники 11 класса поступают по результатам ЕГЭ, выпускники профессиональных учебных заведений поступают по экзаменам университета. На сегодняшний день это все: и подача документов, опережая скажу, такие вопросы, наверное, будут, и подача документов, и вступительные испытания онлайн формат. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ну вот вы знаете, я вот пытаюсь слушать ответ на ваши вопросы, но я вот не могу, я все смотрю и смотрю на вот эту вот красоту. Ну, Ильгиз Гарямович, расскажите, пожалуйста, вот неужели вот все вот эти вот красоты, которые я вижу, сейчас выращивают студенты, и как я убедился по вкусу яблока, да, это действительно круто. И расскажите, пожалуйста, тоже про все-таки вот эти продукты. Эрнест, эта продукция, которая выставлена здесь, не случайно. Почему? Потому что выращиванием, возделыванием, уходом за этими культурами занимаются специалисты, которые получают образование в стенах нашего факультета. Но в этом случае, конечно же, агроном. Это агроном, первый руководитель, первый заместитель руководителя, это хозяин полей, который выращивает эту продукцию. Об агрономах мы говорили много, о выпускниках говорили, но здесь бы я хотел, конечно же, акцентировать внимание на то, что мы в стенах не только готовим специалистов для отрасли, мы также ведем работу в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Здесь вот представлены клубни картофеля, которые мы получаем у себя в университете селекционным путем. У нас на сегодняшний день 4 сорта картофеля созданы. Лукашенко сейчас, наверное, в шоке просто. Я думаю, да. Значит, это бирские, Елена, Алексеевские, Эрвел, которые устойчивы к болезням, устойчивы к вирусам. Вот такую вот продукцию мы получаем и выращиваем. Естественно, следующая культура – это земляника. Также мы ее выращиваем. Предлагаю угоститься. На базе учебно-научного центра мы занимаемся выращиванием, ну и, соответственно, реализацией посадочного материала. Ильгиз Гарямович, вот вопрос, они мытые? Конечно, мытые. Я знаю вас, Ильгиз Гарямович. Вы меня когда-то пары вели, немножко там недолюбливали меня. Может, я... Эрнест, наверное, это тебе так казалось. Ну, ладно, не буду отвлекать, продолжайте. Ильгиз Гарямович, можно я спрошу? Да, конечно. Я думаю, что вместе с нашими абитуриентами, в числе зрителей, у нас родители, бабушки, дедушки, и у всех вопрос, где это можно все приобрести? Наши уникальные сорта? Наши уникальные сорта и продукции можно будет
перспективе приобрести в нашем научно-консультационном садовом центре. Здесь мы будем реализовывать продукцию не только в виде клубней картофеля, да, но и также мы будем здесь реализовывать посадочный материал, декоративные культуры, рассаду овощных культур, плодовых культур, ну и также зерно пшеницы, которое можно в последующем направить на переработку и получить из него муку и выпечь вот такой вот прекрасный хлеб, который называется ватан и салават юлаев. То есть такие хлеба мы у себя выпекаем в комбинате питания и реализуем нашим студентам, а также населению, которое приходит с охотой, с удовольствием и покупает, и, как говорится, есть наш такую вот настоящую натуральную продукцию. Так, ну сегодня я уже успел попробовать яблоко, успел пробовать землянику, или клубнику точнее. Капуста на тебя смотрит. Вот, я да. говорю, вот, друзья, Капуста, я вижу. хочется сказать, зрители, пишите в чат, что я должен попробовать следующим. Надеюсь, что не будет картошка, конечно, я могу попробовать, но тем не менее. И, кстати говоря, вот о размерах вот этой замечательной клубники, вот мне кажется, есть такая тенденция, что если клубника такого большого размера, то она, возможно, напичкана какими-то химикатами и прочими. Тем не менее, хотелось бы заранее... Хотелось бы, чтобы вы рассказали, каким образом вот выращивать такую замечательную клубнику, посредством чего она будет стать такая красивая и Ты на ее вкус. сначала съел, потом решил спросить Да, все-таки. да, ну, я как бы готов еще, как бы. Эрнест, такую вот землянику, клубнику можно вырасти на любом участке, на приусадебном участке, а также на нашей базе учебно-научного центра с соблюдением технологии. Конечно же, основная технология заключается в междурядной обработке, в рыхлении почвы, чтобы происходил доступ воздуха к корневой системе, так ведь? Это внесение туда органических удобрений, в первую очередь, если мы получить хотим экологически чистый продукт. Ну и уход. Надо любить эту культуру, надо ухаживать, надо лелеять, надо разговаривать в какой-то мере даже с любой культурой. Тогда она даст свои результаты. Остальным технологиям, инновационным технологиям мы обучим наших абитуриентов, когда они к нам придут и будут учиться на направлении подготовки агрономии. Мне кажется, я приду в аграрный, чтобы получить еще одно образование, просто на ваш факультет. Ну, не знаю, мне просто хочется, мне нравится. И вот, кстати говоря, вот еще один вопрос задает нам Георгий Одинцов. Он, кстати, сразу сказал мне, чтобы я попробовал морковь. Чуяло мое сердце, что придется мне это сделать. Ладно, давайте прочитаем его вопрос. Здравствуйте, очень понравилось направление ландшафтная архитектура. Подскажите, пожалуйста, тяжело ли учиться в магистратуре, если совсем не связан с этим, но есть желание создавать прекрасное? Вот так. Вот есть у человека создавать желание прекрасное. Может ли он обучаться на магистратуре и тяжело ли это? Наверное, отвечу я. Да. У нас учиться не тяжело. По ландшафтной архитектуре это увлекательная, в принципе, магистратура, 2 года. Они заканчиваются практически незаметно. Вот мы даже не успеваем сильно привыкнуть к студентам, так ведь, потому что они заняты, у них дисциплины разные, очень большое количество практики, которые они проходят в ведущих предприятиях по ландшафтной архитектуре, по ландшафтному дизайну. Вот. И причем у них не ограничена география. Они, в принципе, могут устроиться в любых регионах. Вот. В Москве очень востребовано большое количество. Я не призываю, конечно, их уезжать из нашего региона. В первую очередь сделайте нашу республику цветущую, красивую именно, чтобы к нам приезжали побольше туристов. Вот. И, соответственно, вы получали удовольствие от работы ландшафтным архитектором, ландшафтным дизайнером. Поэтому, если желание есть, то можно. Конечно, Эрнест, вот когда я бежал на сегодняшний эфир, прихватил с собой вот такой вот флаер, где мы приглашали на курсы ландшафтного дизайна, и вот с обратной стороны есть такое вот стихотворение, которое написала наш педагог Лилия Маратовна. Она вот именно специалист с большой буквы в этом направлении в области ландшафтного дизайна. Если разрешите, я зачту. Ну, конечно. Если хочешь знать цветы, и деревья, и кусты, научиться их сажать, стричь газоны, удобрять, спроектировать ракарии, зимний сад и альпинарий, знать законы композиции и ландшафтные традиции, и законы цвета знать, чтоб проекты составлять. Курс ландшафтного дизайна все тебе раскроет тайны.
Нас добавь в свои маршруты, ведь аграрный – это круто. Поступайте на факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Просто не хватает этих слов, потому что, ну, замечательное Прекрасное стихотворение. стихотворение. Да, и, кстати говоря, меня здесь уже участники по уходу собрались кормить, потому что просят и огурец еще попробовать. Так, ладно, пока я задам вопрос, пока будет отвечать, я надо за морковку еще отправиться. Итак, Алия Латыпова задает вопрос. Здравствуйте, 11 класс, МБОУ СОЖ номер 1, село Кушнаренково, Латыпова Алия. Алия спрашивает, можно ли после окончания бакалавра поступить на магистра, но на другую специальность на том же факультете? Какие направления у магистров? Какие направления у магистров? Вот так. Кто сможет ответить? Алия, наверное, недавно подключилась, потому что мы Да. вначале говорили, что у нас после бакалавриата сказали о том, что можно продолжить магистратуру по тому же направлению, а можно выбрать любое направление, которое реализуется в нашем университете. Любой факультет и любое направление. Мгм. Я тебе это говорила, что ты... Продолжайте. У нас завтра следующий эфир. Давай все подряд не будешь пробовать, Эрнест. Вы меня попросили морковку попробовать, Светлана Сергеевна. Не могу же я отказать. Продолжайте. Поэтому, Продолжайте. Алия, мы приглашаем на любое направление, которое понравится. Вкусно? О, как хрустит-то. Настоящее. Продолжайте. Мы ждем комментарий, что это очень вкусно. Ильгиз Галямович, вот, наверное, еще в этом вопросе, наверное, интересно, сложно ли будет сдавать экзамены? Если, например, инженер будет поступать на ландшафтную архитектуру, нужно сдавать вступительный экзамен? Конечно. Насколько это сложно будет Ну, сдать? определенные сложности, Как готовиться? определенные сложности, конечно же, будут, но для этого есть мы, которые готовы помочь, которые оказать консультацию. Сейчас мы записываем видеоконсультации. Да, для размещения видеоконсультации, на сайте. поэтому они могут посмотреть, изучить дополнительную литературу и сдавать на равных условиях со всеми. Ну, Поэтому- а конкретно, если рассматривать направление, магистратура у нас на факультете это, пожалуйста, лесное дело, ландшафтная архитектура, агрономия, агрохимия, агропочвоведение. 4. То есть по всем направлениям бакалавриата у нас есть направление магистратуры. И Ну они да. все такие разные. Все, Совершенно разные отрасли. ну да, все они разные отрасли, но в какой-то мере у них есть одна такая вот золотая нить. То есть они связаны с растениями. То есть любое направление, если возьмем, они все связаны, Растениеводством да, в с целом, растениеводством, то есть связь здесь с растениями. Ну и также хочу здесь вот, может быть, даже и похвастаться в том, что у нас все направления, которые реализуются, они аккредитованы. То есть Мгм. на всех направлениях есть бюджетные места. Возьмем бакалавриат, есть. Магистратуру есть, аспирантура тоже есть. В армию не заберут. В армию не заберут, Есть да, в способы, процессе, да. во время учебы, согласен, да. Кстати, должен ответить для Георгия Одинцова. Морковь действительно вкусная. Вкусная, Георгий Иванович, спасибо большое. Очень вкусная морковь. И, кстати, у меня сразу вопрос. А будет ли когда-нибудь такое профессия, направление, как дегустатор продукции? Есть что-нибудь с этим связанное? Возможно ли в будущем какое-нибудь такое направление? Ну, такое направление подготовки, наверное, не будет, В но качестве рабочее, волонтеров. В да. качестве волонтеров Вот. можно, да? Ну, Так, у нас, сегодня да. я буду волонтером. Будем пробовать. Ладно, давайте двигаться дальше. Вопрос такой. Добрый день, интересует вопрос, когда будут онлайн-экзамены для поступления? Этот вопрос Нафися Сафина. Что здесь следует сказать? Расписание мы обязаны опубликовывать на официальном сайте. Мгм. Сейчас у нас размещены график вступительных испытаний на заочную форму обучения. Ближайший поток у нас начинается с 29 июня. Что касается очной формы обучения, мы планируем после начала приема документов, который у нас 19 июня начинается. После этого выпускники профессиональных учебных заведений могут у нас прийти на экзамены в университет, либо сдавать из дома онлайн. Это все зависит от эпидобстановки в регионе. И планируется ориентировочно пока на 13 июля. Мгм. На 13 июля, значит. Ну, вообще за актуальными сроками нужно на сайте следить, Мгм. и на всех наших аккаунтах мы все это публикуем и анонсируем. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. И тут же еще один вопрос, немножко связан все-таки не только про обучение, а еще и про творческую, спортивную и волонтерскую жизнь. Тут вопрос от Вадима Давлетшина. Добрый день, скажите, пожалуйста, про возможности занятия спортом. Вот так. Ну, понятное дело, что спорту быть, но, наверное, конкретнее, что имелось в виду, про возможности. Возможно ли может совмещать, но все-таки, тем не менее, Ильгиз Галямович, как-то
обширнее, может быть? Да, конечно, Эрнест, ты сам тоже прекрасно знаешь, каждый из студентов, которые у нас обучаются, знает о том, что во внеурочное время можно посвятить себя спорту и центру эстетического воспитания. Если говорить будем о спорте, то у нас культивируется более 30 видов. Это включая футбол, волейбол, То есть баскетбол. самые Да, основные. да, это и основные еще игровые это, виды да. спорта, но и также есть борьба, национальная борьба, куреш, на поясах, дзюдо, то есть и плавание, бассейн, да, все, все виды спорта у нас культивируются, где можно заниматься во время занятий по физической культуре, но и также заниматься усиленно спортом во время тренировок и потом участвовать на различного рода спортивных мероприятиях. И если говорить о наших ребятах, которые достигли высоких результатов, они есть чемпионы, есть мастера спорта по любым видам спорта, мы можем их перечислить, их тоже вот я с собой прихватил. Здесь вот я хочу отметить, вот Балянов Виталий, да, он у нас мастер спорта по борьбе на поясах. Четырехкратный чемпион летней универсиады вузов Минсельхоза, победитель Кубка мира 2019 года. То есть вот достижение. Сартаев Айнур, мастер спорта международного класса по борьбе на поясах, победитель Кубка мира. Далее бронзовый призер чемпионата мира по борьбе на поясах 2018 года. Далее Кашапов Ильдар, мастер спорта, чемпион России. Шабиев Разиль, тоже победитель Кубка мира 2019 года. Да. Галина Найля, кстати, вот девушки тоже у нас активно занимаются спортом. Поподробнее, пожалуйста. Да, сейчас. вот Галина Найля является мастером спорта по гиревому спорту. Гиревой спасибо. Гиревой спорт, она Тут установила, подумать надо, хорошо. и она установила рекорд в нашей республике по количеству Подумать, что можно смело подъема ходить. Ночью гири. ничего не бояться. Вот, Да. ну, есть многие ребята. То, что Чтобы никого не забыть, давайте мы не будем перечислять, да? не будем всех Ну, перечислять. примеры В любом привели. случае, то есть список, мне кажется, просто очень большой, колоссальный. очень Да, большой. там Очень очень много большой. спортсменов. Тем не менее, Вадим, если конкретно какой-то вопрос у тебя есть по поводу спорта, тоже пиши, мы на него ответим. И причем А. здесь надо отметить то, что не обязательно, когда вы приходите в университет, у вас должны быть какие-то достижения уже спортивные. Да. То есть очень много примеров на факультете, когда начинают заниматься со второго курса и к окончанию уже становятся мастерами спорта. Очень много примеров. То есть у нас, получается, в университете не только замечательные преподаватели по обучению, каких-то тренеры. науках, также еще и тренеры отличные, Тренеры. да? Да, тренера Спасибо. тоже. Тренерская команда у нас супер. Ну, я даже не знаю, но это Можно- здорово, да. Можно я обращусь снова к нашему вот здесь вот лавке даров? Так, Эрнест Светлана у нас все Сергеевна. пробует подряд. Пробовать я хотите? не стану. Ну, Я все вы тоже технике. хотите, да? Тогда Светлана нельзя Сергеевна? обращаться, тогда Я неинтересно все будет. к технике. Вот квадрокоптер я спросила, теперь планшет. Вот оттуда Ага. я взяла планшет. Ильгиз Галямович, а что там делает планшет среди овощей и фруктов? Расскажите нам, пожалуйста. Планшет — это самый главный девайс агронома на сегодняшний день. Почему? Потому Неожиданно. что... Неожиданно, очень Ну, неожиданно. серьезно, так и есть. Почему? Заявление. Потому что отрасль сельского хозяйства динамично развивается. Если сравнивать с другими отраслями, то она развивается семимильными шагами. И вот в этой связи руководством нашего университета было принято решение о том, чтобы наши студенты владели всеми азами, которые сегодня используются в области цифровых технологий. И вот начиная 2 года тому назад мы нашим абитуриентам, которые поступали на первый курс на агрономию и лесное дело, мы дарили вот такие вот планшеты, где закачаны все программные продукты. Эти программные продукты они используют во время учебных практик, ну и также во время прохождения производственных практик. То есть наша задача сегодня подготовить высококлассного специалиста, который знает все технологии, которые сегодня используются в мире. Так, То есть тогда задача такая у нас, амбициозные такие планы. Я абитуриентов спрошу об этом году. А в этом году, Светлана Сергеевна, мы с руководством вуза приняли решение о том, чтобы они сами выбирали, что им необходимо надо будет. Возможно, сейчас у многих студентов в связи с этой пандемией, да, у многих есть планшеты, у многих есть ноутбуки, поэтому их этим не удивишь. Может быть, они захотят купить квадрокоптер. Почему бы и нет, так ведь? Поэтому было принято решение о том, чтобы студентам, которые поступают к нам с высокими баллами, им выплачивать повышенную стипендию, если говорят они, то от 7 тысяч рублей, ну и заканчивая 12-15 тысячами рублей. То есть повышенная стипендия каждому абитуриенту, который придет к нам от 190 и более баллов. 190 Вот и эта цифра более достаточно баллов. внушительная такая сумма, я вам скажу.
Хорошие Ну, стипендии. 190 баллов – это достойные баллы, в общем-то. Если Конечно, на 3 конечно. разделить, это способности Да, каждого да, да. абитуриента, в Поэтому общем-то, надо вот использовать. в этом направлении мы работаем. Я думаю, мы идем правильным Вот, Ильгиз путем. Галямович, вы сказали про планшет, телефон, ноутбуки и про квадрокоптер. Хотелось бы немножко про цифры тоже услышать. А сколько вот такой квадрокоптер, да, к примеру, стоит? Здесь Сможет ли себе его рядовой студент позволить, так скажем? Эдуард, сегодня спектр стоимости квадрокоптеров очень широк. Он Мгм. начинается от 12 тысяч рублей и до миллиона. Да? У нас на сегодняшний день имеется 5 квадрокоптеров на факультете, которые мы используем в учебных процессе, также используем на практике, где каждый студент учится программировать и летать на этом квадрокоптере. То есть летать тоже можно Летать, в проверить, смысле, да? прямо на нем? Миллионный. Конечно, управлять. Нет, у них есть управлять большой этим. самолет. Да, Я управлять уж думал. у нас, кстати, Ничего Пилотный себе самолет факультет. да, почему бы и Там нет, летать потому что очень. эти технологии сегодня активно используются. Мгм. Буквально вот несколько месяцев назад мы проводили оценку состояния озимых культур с использованием этого квадрокоптера. То есть здесь есть камера NDVI снимком, который позволяет оценивать вегетативную массу Мгм. и таким образом прослеживать, в каком состоянии озимые перезимовали зиму, и оценить состояние и, как говорится, дать рекомендации по улучшению состояния этих посевов. То есть этому мы обучаем наших студентов. Понятно. Ладно, давайте, дорогие спикеры, сейчас мы снова перейдем к рубрике «Вопросы», точнее, видео-вопросы, да? И разберем следующий видео-вопрос, который нам прислала Альфина, выпускница школы номер 1 из Красноусольска. Я Маматкулова Альфина, выпускница МУБСОШ номер 1 села Красносольский Гафурийского района Республики Башкортостан. Можно задать вопрос, куда могут устроиться выпускники направления подготовки лесное дело? Вот такой вот вопрос прислала нам Альфина. Тем не менее, куда же могут устроиться выпускники направления подготовки лесное дело? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. У нас есть выпускники лесного дела, они могут пойти традиционно работать в лесничество, так ведь. Но кроме этого есть очень много частных компаний, где могут работать, соответственно. Мы знаем, что в республике леса сейчас активно передаются в аренду. Вот. Выпускники могут себе оформить в аренду, как один из вариантов. Второй из вариантов – это они могут работать на арендаторов, потому что арендаторы не всегда знают лес, не всегда знают, как им грамотно, соответственно, управлять, руководить. То есть работы для выпускника с хорошими знаниями достаточно на сегодняшний день, и причем зарплатный уровень тоже довольно высокий. Мгм. Спасибо большое, Загир Забирович. Ну что ж, давайте снова приступим к вопросам, к разбору вопросов на нашем чате, потому что их начало поступать уже достаточное количество. Итак, расскажите про стипендии, которые может получать студент в вашем университете. Вадим Давлетшин снова спрашивает. На самом деле сегодня уже про стипендии много было сказано, тем не Но менее. тем не конкретно, менее да. стоит напомнить о том, что На полочку. любой студент, который обучается в стенах факультета, в стенах вуза, может рассчитывать на повышенные стипендии, на академическую, на социальную, на материальную помощь, и также стипендии, которые оплачивает предприятие, организация, которые их направили. Но вот если говорить в суммах, то она может достигать до 25-28 тысяч рублей. Это не секрет, это есть, это имеет место быть, поэтому такие возможности есть у каждого студента. Если они занимаются спортом, если они занимаются художественной самодеятельностью, также наукой, учебой, то есть Ильгиз все Галямович, возможности а есть. вот мы понимаем, что студент, который учится на бюджетной основе, он получает академическую стипендию, возможно, социальную, а коммерческие студенты могут какие-то стипендии получить? К сожалению, коммерческие студенты у нас не имеют такой А именные? возможности. Именные стипендии могут получать, естественно. У нас есть именная стипендия Абдулова по направлению лесное дело. Есть именная стипендия Усманова Юсуфа Абдрахмановича по направлению агрономии, агрохимии, агропучвения. То есть такие возможности есть. Получать, что нужно? Именные стипендии, чтобы получить, нужно иметь определенные достижения, либо в науке, Научные. да, Наверное, либо в здесь учебе, научные. да, публикации они должны иметь, естественно, это труды, это участие в конкурсах, на участие на конференциях и так далее. А и так именные далее. стипендии с каких курсов можно получать уже? Именные стипендии можно получать уже со второго курса.
Спасибо. Давайте снова вернемся к разговору о лесном деле. Вот есть такие же молодые выпускники, работающие в этой отрасли, и хотелось бы посмотреть, что они вообще говорят по поводу этого. Давайте посмотрим на небольшой видеоролик. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Эдуард Талипов. Я являюсь выпускником Башкирского государственного аграрного университета факультета землеустройства и лесного хозяйства по специальности лесное хозяйство. Свою трудовую деятельность я начинал инженером лесопользования в одном из лесничеств нашей республики. Затем я устроился на работу в Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан, ведущим специалистом-экспертом. Отработав некоторое время, руководство приняло решение о назначении меня начальником отдела. Сейчас я работаю начальником отдела арендных отношений и землепользования. Параллельно с работой я обучался в аспирантуре, которую закончил в 2019 году. В настоящее время я работаю над научной исследовательской работой оценки лесоводственной эффективности рубок спелых насаждений липы на территории Республики Башкортостан. В текущем году я планирую защитить кандидатскую диссертацию по данной теме. Башкирский государственный аграрный университет является одним из лучших вузов Российской Федерации по подготовке кадров для лесопромышленной отрасли. Если вы выберете направление лесоведения, лесоводства, лесоустройство и лесная таксация, то здесь вас научат работать с электронными таксационными приборами, а также программными обеспечениями, в том числе с различными ГИС-технологиями. Здесь вы получите всесторонние знания в области ведения лесного хозяйства, а по окончанию данного вуза вы будете иметь перспективу трудоустройства в структурные подразделения Рослесхоза, Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, это лесничество, лесхозы, межрайонные территориальные отделы Федерального государственного лесного и пожарного надзора. Будем рады вас приветствовать в стенах нашего университета. Поступайте на факультет агротехнологии и лесного хозяйства, специальность лесное хозяйство. Ну вот, в принципе, что нам и говорят люди, которые работают и знают, что они делают. Ну и давайте сейчас сразу перейдем снова к вопросам из чата, потому что, да, все поступают новые и новые вопросы, и хотелось бы тоже большинство из них хотя бы разобрать. Такой вот достаточно интересный вопрос. Трудно ли учиться на вашем факультете? Вот просто и понятно. Трудно ли учиться, Ильгиз Гаямович? Эрнест, в этом плане однозначно невозможно сказать, что тяжело или трудно, да, то есть каждый грызет гранит науки по-своему, то есть есть определенные сложности, есть определенные такие вот легкие моменты, да, кому-то она подается. Если школьная база неплохая, то, я думаю, учиться будет Я бы даже добавила, легко. если человек понимает, что это его призвание, Да, то да. учиться ему будет только в удовольствие. Он будет черпать что-то дополнительное, наверное, осваивать какие-то дополнительные Конечно, образовательные программы, конечно. какие-то курсы, ему будет только интересно. Да, Уровень то есть это повышается. должно быть по душе. Это должно быть по душе, это направление, которое он выбирал. Если что-то его не устраивает в процессе учебы, допустим, поступил он на направление агрономия, он может перевестись на направление лесное дело. То есть в процессе обучения на бакалавриате он может перевестись, если разница дисциплин будет незначительная. То есть, если он поймет, что это не его. Понимаете, такие возможности есть. Многие успевают не только учиться, причем на отличные оценки получать стипендию, но еще и подрабатывать, работать. То есть официально устраиваться. График учебы, в принципе, позволяет. Но, естественно, без ущерба для учебы. Я бы даже сказала, не только учиться, но заниматься спортом, заниматься в коллективах Центра эстетического Да, воспитания конечно. успешно. Да, да. Есть у нас, наверное, Ну, показатели да, хорошие. естественно, у нас 14 направлений реализуется в Центре Можно эстетического поправить, воспитания. 17. Более Даже сильно, 17, да, вот. Но Эрнест у нас посещает Центр эстетического воспитания, поэтому владеет полностью информацией лучше, чем мы. Но это народный ансамбль бального танца Агидель, да, это ансамбль народного танца Шатлык у нас есть, да, народный вокальный ансамбль Юность, кураистов, да, Азамат, ну и КВН, и танцевальные группы, куча направлений куча творческих, направлений, которых где они могут могут себя реализовать, да. реализовать. И самое интересное, что студенты, даже когда они учатся, то есть на студенчество, они уже становятся как лауреатами, так и победителями всероссийских фестивалей. Да. То есть, ну, в таком, можно сказать, юном возрасте, да, когда ты еще студент, ты уже становишься российским победителем. Эрнест, вот здесь вот я еще один момент хотел Да. добавить. У нас открылось новое, очень интересное направление, это войлоковаляние. Ох, То да. есть этот кружок позволяет нашим студентам освоить навыки изготовления ковров из войлока, да, из шерсти. Это изготовить валенки,
ну и разного рода продукцию из шерсти. У То нас есть это даже очень интересно. ежегодно конкурсы Да, проходят. Да. Есть факультетский, да, по лучшему ковру. Ну да, и всегда Да, лучшим да, факультетом да. Очень оказывается, интересные как работы. как ни случайно, да, факультет агротехнологий лесного хозяйства. Причем это ежегодно. Мы вас поздравляем. Ильгиз Галянович, ну спасибо. Так, едем дальше. Такой вопрос Тася Иванова спрашивает, достаточно смешной вопрос. Если я смотрю и участвую в ваших трансляциях, будет ли этот дополнительный балл за это при поступлении? Конечно, будет, обязательно. Мы же как раз... Я думал, вы скажете нет. Мы же как раз... Ты же сказал в самом начале, что Стася принимает участие во всех эфирах. Да. Мы даже да. приз можем ей отправить, если она будет в дальнейшем также активно принимать участие. Наши символические кружка, футболка, кепка отправится ей, если она Где-то дальше. сейчас есть довольная Стася, мне кажется, где-то Ну, сейчас. еще впереди много дней открытых дверей онлайн, так что мы ее ждем. Я думал, честно говоря, я ждал другой абсолютно ответ. Тем не менее, Стася, мы тебя ждем, да. Давайте дальше такой вопрос. Алия Латыпова задает специально для вас, Ильгиз Галянович. Он так написал. Ильгиз Галянович, для чего нужно высшее образование? Высшее образование в первую очередь нужно для себя, чтобы понять о том, что вы И, человек. кстати, извините, что перебиваю, Да. дополню. Какие преимущества есть у вас у вашей профессии? Вот сразу можно будет соединить как-то. О преимуществах, в принципе, мы и говорили ранее, так Мгм. ведь? То есть мы много говорили о преимуществах, которые сегодня имеются по любым направлениям, которые реализуются у нас. А высшее образование нужно человеку для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы быть, ну, если мы говорим о высшем образовании, то это 3 уровня, да, это бакалавриат, магистратура, аспирантура. Если получит все 3 уровня образования, он может стать кандидатом наук. В последующем он может стать доктором наук. В последующем, когда он будет уже доктором наук, он может заниматься наукой. Он может быть деканом факультета, он может быть заведующим кафедрой, да? Он может быть в конечном итоге проректором и ректором университета. Почему бы и нет? Вот сегодня у нас ректор Ильдар Смайлович Габитов, он выпускник университета, то есть выпускник факультета механизации сельского хозяйства. Вот яркий пример для того, чтобы получить образование, Ну да. я считаю. Вот отличный пример, кстати говоря. Да. И едем дальше. Еще один такой вопрос. Вот, Ильгиз Галянович, вы говорили всегда, что у вас очень активные студенты на факультете. Вот тоже хотелось бы про это послушать и чтобы вы рассказали нам. Эрнест, действительно, наши студенты, я за них всегда горой. Это самые лучшие, самые интересные, самые позитивные, как это самые мило. активные студенты во всем университете. Я их люблю, я их верю, что они после окончания найдут свою нишу, реализуют себя. И вот одним из примеров является Гафарова Зарина, магистр нашего факультета. И вот я предлагаю показать видео, чтобы она немного рассказала о себе, чем она занимается. Она является стипендиаткой Россельхозбанка. Она сегодня поступила в магистратуру в Германию. То есть после получения диплома она поедет дальше учиться в Германию, в университет. Проходила практику 3 раза в Германии. То есть вот такие вот активные студенты у нас есть. Они являются примером для подражания остальных студентов. Вот я бы хотел ее презентовать, Ну, показать. давайте, в да, видео. давайте скорее посмотрим. Так, сейчас у нас должен включиться. Здравствуйте, меня зовут Ахмерова Ангелина. Я учусь в школе села Рощинский Стерлитамакского района. Мой вопрос. Какие преимущества имеются у направления подготовки ландшафтная архитектура? Ну, в принципе, вот так мы и послушали. Друзья, и сейчас давайте разберем еще один вопрос в чате. Расскажите про стипендии, которые может получать студент в вашем университете. Вот такой. Дополнительный балл, точнее, дополнительные стипендии при участии в каких-то кружках. Вот тоже хотелось это послушать. То есть, если студент занимается в творчестве, какие надбавки в стипендии могут у него быть? И могут ли быть они вообще? Да, такие стипендии у нас существуют по спорту, по художественной самодеятельности. Они могут претендовать через каждые полгода мы назначаем эти стипендии, и по 5 человек по каждой номинации они получают. То есть по каждой номинации по 5 человек с факультета получают эти стипендии повышенные. То есть по спорту, по художественной самодеятельности, по науке, по общественной деятельности. В
принципе, так вот. По стипендиям еще можно тут добавить то, что стипендиями студенты не ограничиваются именно нашими вузовскими стипендиями. Очень много примеров, в частности по нашим направлениям, что стипендии им выделяют ведущие агрохозяйства, то есть многие получают, так ведь банки, соответственно, тоже выделяют своего рода стипендии. Кроме того, очень большое количество конкурсов, грантов, где, соответственно, можно участвовать, выигрывать. Есть примеры, так ведь не ограничиваться. Ну и традиционные это стипендии правительства Республики Башкортостан, Российской Федерации. Вот. То есть очень много видов стипендий. Главное, чтобы успевать подавать заявки, соответственно, выигрывать. Здесь ограничений никаких нету. Здесь вот, Захир Забирович, также у нас выплаты есть, так ведь, за публикацию статьи в журналах Scopus, Web of Science, то есть если он является соавтором статьи вместе со своим научным руководителем, в журналах, которые включены в международные базы цитирования Scopus и Web of Science, они тоже могут получать определенные выплаты. То есть активно научные кружки работают, где студенты, в принципе, в неучебное время могут заниматься, писать статьи. У нас, кстати, традиционно бакалавриат заканчивает, у студентов есть уже опубликованные научные статьи. Про магистратуру я вообще не говорю. Одна-две статьи есть у них всегда. Ну да. Но это касается, получается, не только научной деятельности, также еще и творческой, и спортивной. То есть любой студент занят как спортом или творчеством, он также может какие-то надбавки получать. Да, правильно? конечно. Эрнест, ты можешь даже сам сказать, наверное, какую стипендию получаешь на сегодняшний день перед эфиром, чтобы ребята услышали из твоих уст, из уст студента, который обучается. Хорошую карту раскрывать. Не хотелось бы, наверное, в прямом эфире. Тем не менее, друзья, действительно это так. Если вы занимаетесь в университете как творческой жизнью, так и спортивной, есть отличные шансы вашу стипендию увеличить. И в любом случае, как бы, стипендия будет выше. Так, ну что ж, сейчас давайте посмотрим видеозапись. Давайте скорее включаем, да, и смотрим. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я являюсь студенткой Башкирского государственного аграрного университета факультета агротехнологий и лесного хозяйства. Я обучаюсь на 4-м курсе по направлению агрономии. За отличную учебу и активную жизнь факультета и университета я являюсь получателем именной стипендии Россельхозбанка, а также получателем стипендии правительства Российской Федерации. За 4 года обучения мне удалось дважды съездить в Германию на стажировку по сельскому хозяйству. Сейчас я прохожу стажировку в одном из крупнейших агропромышленных холдингов России и Канива Рязанской области. На этом поле у нас проходит обработка почвы комбинированным агрегатом. Так проходит посев. Сейчас будем смотреть норму высева. У нас идет посев гречихи по ноутилу, предшественник кукурузу. Сеялка Амити. Какая красота, боже мой. Мы вносим удобрения на пшеницу и сыпется. Проецирование, внесение удобрения. Ну что ж, вот таких высот достигла Зарина Гафарова. А сейчас давайте, друзья, вернемся к Марии Викторовне, которая уже подготовила для вас интересный макет. И давайте скорее послушаем, что же она сделала, и посмотрим на это. Данной композиции, я думаю, дополнит интерьер любого офисного помещения. Спасибо большое, Мария Викторовна. То есть это можно использовать как и в декоре, также это можно использовать как такой стартап для бизнеса, то есть можно и продавать. И Ильгиз Галянович, может быть, вы еще расскажете по поводу вот этих макетов, то есть
студенты создают это, и также с помощью этого могут еще облагораживать территорию То как есть они университета. вечно зеленые растения, да? Как я Ну да, понимаю, конечно, их можно, конечно, безусловно, это зеленые растения. Но помимо этого мы делаем различные макеты, об этом мы говорили уже ранее в сегодняшнем нашем сюжете. Мы благоустраиваем прилегающую территорию университета, прилегающую территорию организации. Студенты занимаются этим направлением, начиная с 3-го курса, поэтому все возможности есть, все дороги открыты, нужна инициатива от самих студентов. Поэтому, Гиз Галямович, а вот пожалуйста. такую интересную композицию в качестве дипломного проекта, например, можно выбрать? Какую-то супер композицию сделать? Ну, для дипломного проекта эта работа будет очень скромной. Это будет что очень нужно? скромной. У нас делаются проекты в разы... Ландшафтники, например, Да, что ландшафтники, они делают в разы крупнее объекты. То есть они берут благоустройство, допустим, парка, создание сквера, допустим, да, благоустройство прилегающей территории к заводу, либо к различным центрам. Придомовой территории, полностью размещение здания, где должен гараж, где стоит мангальная зона, да, бани, где должны стоять, где какие деревья, кустарники должны расти, где плодовые, где сад должен быть. То есть вот такого плана. И в последующем не просто они создают это, они еще реализовывают бывали жизнь. случаи, что Конечно, кто-то конечно. из комиссии восторгался и сказал, мне такой нужен, сделайте мне. Конечно, конечно, это и есть. Почему? Потому что это очень приветствуется, когда проект внедрен в производство. То есть, если говорить в цифрах, то порядка 38% всех выпускных коллекционных работ, они внедрены в производство. Ну, очень высокий показатель. Но мы считаем, да, мы считаем, да. Причем проекты, они внедряются не после того, как уже студент защитил свою выпускную квалификационную работу, до. а во время практики в процессе. уже закладываются. Он да. должен на защите об этом сказать, что это внедрено, и это И, получает соответственно, высокую оценку комиссии. и проект реализуется, и финансовое какое-то обеспечение тоже студент получает. То есть это не пустые слова, очень много таких примеров. Ну да, и некоторые работы еще же по заказам предприятий делаются. Администрация районов, школы заказывают, детские сады заказывают проекты по благоустройству. Поэтому они, вот, Проектные которые работы заказывают, да, серьезные, да, поэтому они серьезные, которые неформальные. заказываются, они внедряются. Но некоторые наши студенты делают проект своего приусадебного участка. То есть у них дома, у родителей есть участок, где они выросли, Все родились. эксперименты там. Да, они делают, благоустраивают территорию, отсюда уже видят соседи, они перенимают. И таким образом идет по цепочке внедрения и, как говорится, своего рода рекламы и зарабатывания денег. Здорово. Ну, это действительно круто. Ладно, давайте еще по вопросам из чата пройдемся. Вот хотелось бы сразу два вопроса объединить. Вот Алия Латыпова и Вадим Давлетш, они задают вопрос про старост. Первый вопрос. Какие преимущества есть у старост? И Вадим спрашивает, я очень активный человек, могу ли я быть старостой? Вот так. То есть, может ли он быть старостой? А для чего он хочет быть старостой? Ну, потому что он активный Он человек, хочет Светлана себе Сергеевна. командные качества развивать? Может быть. И вот какие преимущества есть у них? Ну, преимущество у старов, в принципе, Где Канна да, пинком нет, перед остальными студентами, которые одном обучаются в группе, в принципе, таких нет. Да, он, естественно, он руководящий, он старший, да, это говорит о том, что он старший, который отвечает за команду, которая у него есть, да. Командную работу должен Да, организовывать, прежде да, всего. он приобретает эти навыки. А так, если сравнивать, допустим, он, наверное, хочет спросить, если он будет сдавать экзамен, у него будет какое-то преимущество? Да? Нет, конечно, этого преимущества нет. Да. Староста, между прочим, он последний получает оценку. Сначала группа проходит, а потом староста самый последний. Но в любом случае это очень ответственно. Это очень ответственная работа, да. И старосту должна выбрать группа. Команда выбрать. Да, Кстати, должна да. команда Тоже выбрать очень важно. лидера. То есть нужно какие документы там оформлять, просто, ну, в смысле, чтобы, имеется в виду, подать себя старостой. Там, Ну что- да, конечно. То есть в течение первого Да, месяца в конкретно в процессе группе. прохождения вот ознакомительной практики, там лидеры сразу выявляются. И они уже идут за ним. Но старосты в последующем очень часто становятся руководителями. Да. Не стоит ли только из-за этого становиться старостой? Ну да. Продолжаем разбирать вопросы из чата. И вот Георгий Одинцов задает такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, я слышал про художественную самодеятельность в ВУЗе. Сегодня, наверное, слышал. Молодец. Так, смогу ли я научиться петь или танцевать, если совсем этого не умею, но есть желание это делать? С вашего позволения я могу ответить на этот вопрос, Конечно, потому что конечно. разговаривать про творчество аграрного университета я могу часами просто. На самом деле у нас есть свой центр технического воспитания, в котором, как говорили, уже базируется более 17 направлений творческих, как и вокальные, так и танцевальные, есть и КВН. Вот. Я в данном случае обучаюсь на отделении конференц, то есть я являюсь ведущим мероприятий
в аграрном университете. Поэтому, кстати говоря, я начинал с нуля. То есть, и знаю, что очень многие студенты, на какое бы направление ни попали, они тоже начинают с нуля. И, как говорится, главное – желание. В любом случае, ваше обучение будет проходить под сильным руководством, то есть преподаватели по вокалу, преподаватели по танцам – это обязательно заслуженные тренера, поэтому они в любом случае смогут вас научить всему, что необходимо. Также, помимо этого, вы можете не только научиться петь, да, вы можете еще выступать на сцене, участвовать в различных фестивалях художественной самодеятельности среди студентов. Вот, кстати, недавно, в том году у нас проходил вообще всероссийский фестиваль художественной самодеятельности среди вузов Минсельхоза России, и где наш университет занял первое место. То есть это говорит о том, что наши студенты, они не просто знают свое дело, то есть, ну, сейчас мы говорим о творчестве конкретно, да, то есть они еще выступают на сцене, получают незабываемые эмоции, опыт, кстати говоря. То есть ты, Георгий, можешь не переживать, можешь поступать, и все будет у тебя круто. Эрнест, здесь я хотел бы добавить следующее, то, что вы обучаетесь этим навыкам в центре молодежи, так ведь, где выступают именитые артисты. Вот на этой же сцене обучаются наши студенты, и там же выступают именитые артисты. Дворец молодежи, да, где выступает, значит, Кристина Арбакайте, Юрий Шатунов, группа ДДТ, да, все они выступали на этой сцене. У нас есть свой собственный дворец молодежи. Собственный дворец молодежи на 1200, да, в центре города, на 1200 мест. Это тоже хорошее подспорье, я считаю. Вот на этой же сцене, Эрнест, ты выступаешь. Это очень здорово, очень мощно. Вот, кстати, очень интересный вопрос. Светлана Сергеевна, я думаю, что вы сможете на него ответить. Существуют ли льготы для детей из многодетных семей? Очень важный вопрос и актуальный на сегодняшний день. При обучении, да, при обучении это достаточно социальная поддержка для такой категории. При поступлении, к сожалению, перечень льготной категории, вот мы как раз то, что имеем в виду, процентное соотношение, где не менее 10%, там эта категория туда не относится. Но как только поступают, могут сразу обращаться в деканаты, и соответствующие меры поддержки будут оказаны. Так, есть еще один такой же, просто касается льгот. Какие льготы представляются семейным студентам? Вот так, у кого есть семьи, наверное, уже так, да. Что здесь подразумевается под льготами? Ну, льготы, я не это могу. что имеется в виду? Вадим Давлешин задает такой вопрос. Какие льготы предоставляются семейным студентам? Вадим, можешь, пожалуйста, перефразировать, наверное, свой вопрос? Да, что льготы? Ну, это начинается от жилья, ну, да, то есть всего. комнаты мы предоставляем. Комнаты Семейные студенты у нас на учет ставятся, так ведь, вот, им новогодние какие-то вот такие тоже подарки. Ну и при назначении стипендий это также учитывается, при социальных стипендиях и так далее. Семейные студенты. Так, еще один вопрос. Пока что вопросов больше нет. Кстати, у нас, говоря, уже появились небольшие фанаты. Пишут агрофак, сердечко ставят, прямо любят факультет. И вопрос такой от Алии Латыповой. Для меня вопрос. Эрнест, как ты пришел к ведущему трансляций? Вот так. Но я могу сказать следующее, что в этом году формат такого проведения у нас впервые. Поэтому до этого момента я проводил мероприятия в университете, а в этом году пришлось подстраиваться. Мы все к этому пришли. Да, мы все к этому пришли, и мы все вдруг стали ведущими трансляций. Ну, как-то вот так. Ну что, друзья, на все вопросы мы уже ответили. Потихонечку можно подходить к завершению нашей трансляции. Хотелось бы предоставить слово снова вашим спикерам, чтобы вы сказали какие-то пару напутственных слов, может быть, пожелать что-то для тех, кто в будущем будет обучаться на этом, не знаю, супер факультете, просто где есть абсолютно все, супер перспективы, трудоустройство и прочее. Ну, Ильгиз Галямович, скажете что-нибудь? Конечно же, хочется сказать слова благодарности нашим участникам, которые приняли на сегодняшнем нашем мероприятии активное участие, которые задавали вопросы, отправляли видео-вопросы. Большое вам спасибо. Ну а всем абитуриентам нашей республики я бы хочу пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом, дерзались, старались, все у вас получится и все будет хорошо. Успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо Мы вас большое. ждем на нашем факультете агротехнологии и лесного хозяйства. Будем вместе. Мы – сила. И вот так еще. Да. Работаем на результат. Это лозунг нашего факультета. Загир Забирович, тоже можете. Я тоже хотел добавить. Очень интересные были вопросы. В принципе, я думаю, мы большинство из них раскрыли. Вот, а если какие-то будут, соответственно, они могут нам написать. У нас есть везде и в Инстаграме, и ВКонтакте, соответственно, чаты.
странички. Вот. Но хотел отметить один момент, что вот на сегодняшний день, если наберете в поисковике топ-10 ведущих ландшафтных архитекторов мира, так и посмотрите, там будут представители Германии, Бразилии, соответственно, И все они Франции и закончили. так далее. Да. Вот десятка. Вот. Но на сегодняшний день ни одного нету россиянина. Вот. Это о чем говорит? Поступайте к нам, соответственно, будем стараться войти в эту топ-десятку. Спасибо большое, Загир Забирович. Светлана Сергеевна, давайте. Дорогие друзья, благодарим вас за участие, за актуальные вопросы. От лица приемной комиссии хотелось бы увидеть вас всех в числе наших абитуриентов. Благодарю факультет, который представил нас сегодня такую лавку изобилия. Ой. Надеюсь, что все-таки у Эрнеста будет возможность попробовать все, что он еще не попробовал здесь. Все это он сможет забрать и попробовать. Большое спасибо за активность. Ждем вас в числе наших абитуриентов и в дальнейшем дружную нашу студенческую семью. Успехов! Ну что ж, друзья, давайте потихонечку прощаться. Да, хотел сказать огромное вам спасибо за то, что вы были в нашей трансляции, задавали такие интересные вопросы. Мы надеемся, что на все ваши вопросы мы постараемся ответить кратко и развернуто. Также хотелось бы вам пожелать поступать в наш университет, на факультет агротехнологии и лесного хозяйства, в который я сегодня влюбился, можно сказать, потому что, ну, реально, действительно круто, и все есть на этом факультете. Также очень ждем вас в нашем университете, ждем, как и в творчестве тоже, будем очень сильно вас ждать. Желаем вам успехов при сдаче экзаменов, ну и желаем вам удачи и до новых встреч. Спасибо.